Что, друзья, доброго утра. Выспался просто замечательно, выспался. В поселке хоть не так, как в городе, но рядом дорога, то машина проедет, то что, где-то собака гавкнет, где-то шум какой-то. В деревне, как и в лесу, полная, абсолютная тишина. Я даже будильник не ставил, думаю, встану, когда встану. В итоге вот у нас уже начало только-только светать. Проснулся от того, что выспался. Это здорово, друзья. Просыпаться тогда, когда ты выспался, а не тогда, когда тебя что-то будет. Печка кирпичная, это не железная. Если в избе надо постоянно вставать и подтапливать, то здесь просто отдыхаешь. Действительно отдыхаешь. Все отдыхает. Отдыхает тело, отдыхает душа. Это просто что-то с чем-то. Здорово. Все-таки надо хотя бы, если не пару раз, то раз в недельку приезжать сюда и так вот пожить. Опа, опа. Не нагрелась еще? Не нагрелась. Что-то я поспешил. Так, сегодня... Не, нормально. Сегодня у нас, наверное, будет глазунья, а не яичница. Будем чередовать. Иногда просто хочется. Когда держали сами курей, там вопроса не было. Это яйца смятку, вот глазунья, все такое. А все-таки сейчас хрен его знает, что за яйца. Сковородка кривая, блин, как сабля. И как бы желательно прожаривать хорошо. На улице потеплело. Посмотрел прогноз, -1, вечером будет +1. С таким макаром у нас река на нашем участке точно встанет к Новому году. Блин, да и тут-то сейчас опасно тоже. Местами-то лед тонкий, он не успел укрепиться. А сейчас вода прибыла, на льду получается вода, над водой слой снега, и это как в шубе, это полностью, ну, получается, ну, нехорошо получается это все. Лед будет промывать. Вчера и так в одном месте возле одной палки отдолбил палку. Рядом пешню бац, а она пробилась с одного раза. Но это крайняя палка к полыне, которая полыня была. Я туда аккуратно пробивался, как бы здесь натоптал, залил участочек такой возле палки. А чуть правее, чуть дальше, ближе к полыне, пробилась с одного раза. Как бы может быть такое, что начнешь промывать, так что будет опасно. Вроде сегодня замерзнет и не замерзла. По идее можно пешню не брать. Но опять как же вот ходить, проверять. Ладно, не будем ее таскать. Быстренько проверяем лопатой. Может быть где-то часик попробую еще посидеть с удочкой. Там где-то, говорят, очень хорошо идет белая рыба хариус фиг на творог. У брата попросил немного творога. Закину кормушку с творогом. И попробую все-таки половить белую рыбу. А вдруг повезет. Ну, где-то недолго, часик, может быть, полтора. Покажу. Потом все проверяю. И едем сегодня домой еще. Надо достать картофель с ямы, отвезти остатки. Потому что то, что я отвозил уже на продажу, уже все разошлось. А заказы есть. Заказы есть. Что ее хранить всю зиму, по-быстренькому продать. Все-таки лишняя копеечка. Лишней не бывает. Вот. В общем, друзья, как-то вот так. По-быстрому завтракаем. На урагашу. И вперед на речку. За налимами. Сегодня, наверное, точно, я так думаю, налим должен быть. По крайней мере, язя сегодня должно быть. Но я даю прогноз. 10 штук. 10 штук, 10 язей должно быть. И, наверное, пару налимов. Вот такой у меня на сегодня прогноз. Потому что вода прибыла, рыба должна шевельнуться. Палки вчера я опустил все до дна. Замерзнуть они не должны. Так что они, даже если вода прибывает, они все равно будут на дне. Запутать сильно не должны. Так что сегодня должно все получиться вот так вот. Вот такой вот
На скорую руку получилось у нас утреннее блюдо под названием глазунья с картофелем. Вот такая вот красота у нас получилась. Не знаю, видно, не видно. Вот так, наверное, точно видно. Вот так вот. Глазунья с картошечкой. Ну, в принципе, все готово. Все-таки избушка с электричеством — это вещь хорошая. Все быстро, все удобно. Прошу к столу. Позавтракаем. Что, приятного аппетита. Завтрак туриста. Немножко химии. Вкусняшка. Так, вот так. Очень вкусно. Ладно. Набираемся сил, завтракаем. И встречаемся на реке. Так вот, приехали до наших ловушек. Как мы видим, малек плавает там. Малька немерено. И первым делом, пока вода чистая, до проверки ловушек, попробуем немного черпануть сачком. Блин, сачок мелковат, конечно. Это слишком крупный, надо майну большую делать, а это слишком мелкий, надо бы что-то среднее. Ладно, попробуем. Сегодня тепло, комфортно, как весной. Плюсовая температура, +1, наверное, где-то. Так, я надеюсь, так будет видно. Так, ну что, попробуем. Отпускаем сачок. А вместо него у нас от вентилятора крышка, и наблюдаем, как просто набиваются мальками, то бишь речными гальянами. Вот почему это не озерный гальян и почему он такой мелкий? Был бы он крупный, цены бы не было. Все набилось. Вижу несколько крупных, можно даже так вот еще черпануть. Вот так вот. Да, крупных, конечно, маловато, но они есть. Более-менее крупные, которые... Вот 3 малечка только. Остальные, конечно, мелковаты. Малька много, километр, но он мелковатый. Он только отпустил, сразу набивается. Попробую потихоньку. Потихоньку даже лучше получилось. Так, сейчас немного почерпаю, сделаю включение при проверке ловушек. Так, решил прекратить это баловство. Малек есть, но малек
Очень и очень мелкий. Так что давайте проверять лучше наши ловушки. От них толку больше будет. О! Новая ловушечка. Сработала на ура. В одной ловушке малька больше, чем во всех, наверное. Хотя она маленькая. И через отверстие мелкий малек выходит. Надо чуть-чуть покрупнее отверстие делать, чтобы оставался в бутылках только крупный малек. Ничего, крупного тоже хватает. Везде штук по 20-30, а в той, наверное, штук 150, наверное, было. Вон насколько уже малька стало. Есть и крупные, хорошие экземпляры. Нормально. Пока есть возможность, надо делать запас живцов. Вот вообще один тут кабан был вот такой. Отлично. Многие думают, что это молоть рыбы. Нет, это гальян речной. Это такая есть маленькая рыбка. Раньше мы ее ели. Бывало жарили с яичницей, тоже ничего получается. Понемножку есть везде. В каждой ловушке он. Нормально. Так, ну и вот наша большая ловушка. Кстати, вот я заметил, что большую ловушку кто-то прогрыз. Вон. Эта норка, наверное, пыталась сюда залезть или вылезти, я не знаю, но вон прогрызла. Вот у нас сколько стало малька. Хороший запас. На сегодня хватит. Остатки закину в тюрьму. Тюрьма у меня с отверстиями. Мелкий малек выйдет, крупный останется. Как-то вот так вот заготавливаем мы живца. Мелковат, конечно, но для язя, хариуса самое то. Малек вообще универсальная наживка, берет вся рыба. Был бы он только крупнее, вообще бы шикарно было. Ну все, теперь закидываем комбикорм и отпускаем обратно на место, пусть дальше ловит. А сами вперед на проверку палок. Так, друзья, вот мы и на Печоре. И как мы видим, вода продолжает все прибывать и прибывать. И вот она уже. Плюсовая температура, естественно, она не замерзает. Она наоборот разъедает лед. Вон. Сантиметров 20 уже. Как бы снизу должен быть лед. Должен, но не обязан. Пешня у меня там. Я пешню оставил. Так что если я сейчас провалюсь, буду весь сырой. О, по колено. По колено. Блин, лед здесь, получается, не поднялся, а прогнулся. Блин, что делать? О,
Глубоковато. Блин, и не объехать это никак. Вон. По колено, друзья. По колено. Вот дальше лед, он сухой. Он поднялся. А здесь берега держат. И он ни капельки. Он вчерашний. Вот вчера до сюда был, получается. А сегодня больше. Нужны морозы, чтобы это все замерзло. Но их нет. Вон. Здесь лед есть. Здесь вот он хрустит, но вот здесь он поднялся, лед. Здесь он поднялся. Ну тоже похрустывает. Может и провалиться. У меня и пешни нету, блин. Ёшкин кот, а наши палки там. Хреново. И здесь очень глубоко. Ладно, не будем мучить ураган. Я понимаю, там есть очистка от снега, от всего этого. Но здесь по колено. И может быть крутой выступ здесь. Зароется, набуксуется. В общем, проблем будет больше, так что рисковать не будем. Пойдем пешком. Аккуратненько, аккуратненько, шаг за шагом, потому что лед вот верхний тоже хрустит. Тем более своей дороги я уже не вижу, где я ездил. Все замело с вчерашнего дня даже. Наледь, наледь, везде наледь. Но тут-то как бы тиховод, еще не опасно. А вот возле палок на течение будет опасно. Сейчас снизу начинает промывать все это. Сверху подушка снежная. Блин, что за зима, ёшкин кот. Ладно, все. Берем лопату, берем корыто. Идем. Не едем, а идем. Оставляем урагана здесь. Не будем мучить. Потому что он вчера еще проскочил, было сыро. Но так, сантиметров 20. Сегодня воды стало еще больше. Вон, по колено. Вон. Куда такое годится. Это хорошо, что еще брод не одел сегодня. О, не-не-не. Берег держит, друзья. Берег держит, лед поднимает, а вода прибывает. И получается, лед здесь прогнулся, не поднялся. И его просто залило водой. Пойдем пешком. Что делать? Не будем ураганушку мучить. И так он, сырой снег везде он накидало полностью. А гусянка чистая. Очиститель работает. О, внутри все чисто. Итак, друзья, на реке у нас обстановка вообще дрянь. Пробовал, наверное, больше часа на удочках. Сначала пробурился на середине, течение, вода была стоячая, теперь течение просто все сносит. Потом ближе к берегу, потом еще ближе к берегу, совсем к берегу, где была глубина сантиметров 20, и там течение. В общем, поставил кормушку с творогом, 3 удочки, посидел где-то полчасика, поиграл, бесполезно. Начал готовить удочки, смотрите, что с ними творится. Сегодня опять вода прибыла сантиметров на 20, наверное, 30, и просто палки снесло течением. Страшное течение появилось, вообще сильное течение. И вот, думал, здесь у меня 12 палок, отдолблю половину, потом еще половину, потому что тепло сегодня, буду в 2 этапа. И 6-ю палку вот начал чистить от снега, не от льда, от снега, да, потому что сегодня вообще ничего не замерзло. Вот, и уже у нас вот такой вот дружочек язь поднял без камеры, потому что просто палку начало сносить. Вот такой вот язь. Первый язек уже есть. Так что одеваем камеру на голову и проверяем оставшиеся 5 палок, которые приготовили. Ну а дальше буду все как обычно наживлять, отпускать. Смотрим. Сегодня есть надежда. Но в то же время появился риск потерять палки. Я-то готовил их, когда еще течения такого сильного не было. Так, у нас тут тоже тюрьма.
А теперь оно очень сильное и может унести наши палки. Натяжка вроде бы тоже есть. Да, что-то есть. Вот я вижу язя. Что-то еще есть. Второй. Что-то еще есть. Третий! Друзья, вы заметили вот эту гирлянду из 3 язей? Вот это да, Янцикадан. 3 крючка и 3 язя. Такого у меня еще, друзья, точно не было. Я же говорю вам, результат будет. Вот раз язь, 2 язь. Они бы, конечно, сошли, они бы все сорвались. Потому что этот вообще он попал на здоровенный двойник. Эти бы все язи сорвались по-любому. Так, теперь мы пока оставим здесь. Вот это да. Такой у меня еще впервые, чтобы на один продольник 3-крючковый 3 язя, тем более на двойник. Ну, если так дело пойдет, мы сегодня язя хапнем. Так. И никто, главное, не ушел. Все остались. Так. Здесь у нас пусто. И мальки все живые. Вот тебе, на тебе. Как так-то? В одном, главное, 3 язя, а в другом даже никто не удосужился даже свистнуть. Странно. Бывает и такое. Вон какое сильное течение появилось. Не знаю, выдержат ли мои палки. Тем более тепло. Был бы морозец, прихватило бы льдом. И камни. Палка не входит. Вон, как начало бить. Какое течение появилось. Я, конечно, попробую сделать вот так вот. Но это, не знаю, спасет ли ситуацию. Хотя бы немножко прижать, чтобы не так колбасило. Блин, как весной делаю, так же все. Вот так. Ну, тепло может сорвать, если не сорвет, то немножко удержит. Нужны морозы, чтобы все это прихватило. Вот мой огородик. 3 удочки, ни одной поклевки. Самые тяжелые мормышку и то вот так вот качает на течении. Да, тут сейчас есть риск потерять наши палки. Так, здесь тоже походу пусто. Вот так-то. Где-то густо, где-то пусто. Ну, посмотрим возле берега. Что-то было, крутануло и ушло. Не знаю, что привлекло тех язей. Может быть, здоровенная тюрьма вот там, где хранятся живцы у меня. Может быть. Ну и здесь пусто. Я-то думал. Вот так вот. Язи, наверное, собрались вокруг этой ловушки, не ловушки, а тюрьмы, посмотреть, почему там такое сборище мальков. Это типа телевизор получается. Ну вот 6 палок первые, 4 язя уже есть. Вот такой вот огородик сделал. Кинул кормушку с творогом. Творожок. И нифига. Ни одной поклевки. Течение сносит даже самые тяжелые мормышки. Мормышки с нимфами. Тут у меня вот 2. Там вот одна мормышка. Типа без мотылки. Вода прет. Просто прет. Блин, когда уже она становится-то? Все не так. Все не так. Ничего страшного. Мы уже с уловом. Так, готово еще 6 палок.
Вон, все, раз, два, три, четыре, 5 палок лежат по течению, то их снесло. И только одна палка, так как я ее вчера поставил. Не знаю, сошло, не сошло, посмотрим. Когда вот так вот палки сносит, она тоже не на дне. Если что-то попадает, она начинает крутить, вертеть. И как бы чаще сходит. Сейчас посмотрим. Вон уже какая тяжелая, тяжеленная палка. И то ее положила. Так, здесь никого. Что-то под шугой здесь вообще никого никогда не было. Не знаю. Пока пусть постоит. Потом еще недельку, если будет глухо, надо будет поменять местами. Здесь тоже никого, натяжки нет. Ну и зимы у нас пошли, ёшкин кот. Не зима, а черт пойми что. Так, здесь натяжка вроде бы. Да, натяжечка. Язёчек. Язёк. Язи какие-то пошли темные. Как озерные какие-то. Так. Один язёк есть. На 3 палки. Смотрим здесь. Здесь ничего нет, натяжки нет, лягуха, лягушку никто не хочет. Блин, не провалиться бы. Просто основной лед, он очень тонкий, сантиметра 3-4. И он так, вот здесь эта палка нормально стояла, с тюрьмой. И натяжечка, натяжечка, друзья. Натяжечка, натяжечка. Походу язь. На последнем, да, вот он язь. Опа. Второй красавчик. Такой вот. Второй кабанчик. Ну и еще одна палка. Сегодня чуть потеплее, и аккумулятора хватает чуть надольше. Так, вроде бы тоже натяжка. Да-да-да, натяжка. Так, окуня никто не съел. Блин. Вот он, язёчек. Третий. 3 язя. Тоже неплохо. На первой шестерке 4, здесь 3. Нормально, да? Нормально. Это чуть поменьше, а те все хорошие. Вот так вот. Потихоньку улов растет. Ну а теперь все как обычно. Наживляем, отпускаем. Идем дальше. Походу, друзья, я попал. Вот там вот снегопад, но так себе. Поднялся страшный ветер, поднялся. И вот смотрите, что идет. Стеной идет. Просто белая стена. Это сильный ветер. Снег с дождем. Просто стеной подул с севера. И просто это кобздец полный. Вон. Все белым-бело, не видно. Все. Снег с дождем. И с ветром. Вообще пипец полный, я не знаю. О, да, рано радовался. Вон аж меня сносит. Я не знаю, слышимость, конечно, будет 0. Но попал я конкретно. У меня еще где-то, грубо говоря, 2/3 палок не проверено. Ну что, как-то будем потихоньку. Все, пока прячем камеру, не до съемок. Ну вот, ветерок немного стих, метель прошла. Можно поснимать
проверил 4-5 палок, наверное, которые далеко друг от друга. Пусто, палки подняла. Здесь мы видим тоже палки лежат, что сюда, что туда. Не знаю, когда так обычно не попадают, потому что живцы сверху, а налим ползает снизу. Ну, посмотрим. Предположительно, может быть и такое, что попала рыба и дернула палку. Но вода прибывает и палки поднимает вверх. В общем, сначала давайте глянем этот бермудский треугольник, где у нас 2 насаженных налима. А вдруг попадет трофейный. Хотя навряд ли. Палки бы стояли вертикально, надежда бы была. А так навряд ли. Вот он дергает насаженный налим, и никто его не хотел кушать. И малька никто не съел. А почему? А потому что палки... Опа! Налим ушел. Ну вот, повезло налиму. Я говорю, бывает и такое, что насаженные налимы сходят. Он выживет. Будет просто меченый со шрамом на спине. Так что, кто поймает этого налима, знайте, что он побывал на крючке. Так. Налим убежал. Ну и ладно. Значит, судьба у него. Значит, ему повезло. Потому что течение, дырка расширяется. И крючок выходит. Ишь, был бы песочек, я бы палку воткнул, и никуда бы она не делась. А так ветерок сильный подунет и как-то вот так. Ладно, насаживать будем потом. По-быстрому глянем. Да, нет, нет. Да, нет, нет. Здесь вроде бы тоже налимчик был. Ну да. И тоже малек. Пусто. Нету рыбы. Морозец нужен, чтобы палки прихватил. А когда тепло, такая хрень не будет. Это тоже лежит, навряд ли здесь что-нибудь есть. Пусто. И даже живцы все целые. Ну я нахрен. А так все хорошо начиналось. Ну ничего, у нас еще вон есть палки. Из них даже раз, два, три, 4, 5, наверное, стоят. Так что надежда есть. Так, вот верхний ряд. Я тут вижу, что у нас потери. Ушла под лед одна палка и ушла под лед вторая палка с тюрьмой для малявок. Вместе с тюрьмой утащила под лед. Вот так вот тепло, льда нету. Ветром наклонило, течением унесло. Первые потери. Вон, все палки лежат. Палки лежат, это получается живцы наверху. А на реке вон какая ситуация. Вода пошла поверх льда. И вроде бы здесь местами она уже остановилась. Вот тут вроде бы уже не идет. Там тоже схватило. А выше огромная полыня, километров на 5, наверное. Так что если ударят морозы, возможно, здесь уже река схватится. И можно будет открывать новые горизонты. Но это планы максимум, планы минимум у нас. Давай проверим. Надежды мало. Шансы где-то процентов 5, наверное, что что-то попало.
Одна трава везде, живцы живые, так что рано радовались. В общем, сегодня, вчера все замело сразу. Вот тут вот, вчера вот тюкнул, что я осторожно-то здесь сюда тюкнул. Вон. И лед уже пробился с одного раза. Тут до последнего была полыня. Так что сильно не борзеем. Что-то вообще глушняк полный. Глухо-глухо. Вон, все забило травой. Все мальки. Мальки живые, но их не видно, они забиты травой. Так что сейчас приготовлю, а потом включусь и проверим. Вот, почистили от снега, поехали. Шансов мало. Если и что-то попало, так это... Ничего не попало. Рыбка плавает по дну, а не по верху. А палки задрала вверх. Естественно, никакой рыбе не может быть и речи. Здесь еще и запутало все. Налимчик, что ли, маленький? Но попал маленький налимчик, и он запутал все. Ладно. Потом с тобой мы разберемся. Что с тобой делать и как с тобой быть? Для живца вроде бы не пойдет, если что, отпустим. О, вон насколько, сантиметров на 20 еще вода сегодня прибыла. Но если она остановилась, дальше-то она не должна уже прибывать. Здесь тоже пусто. Да. А я-то думал, сегодня будет улов. Ага. 2 раза. Никого. Ну ничего. Будет в следующий раз. Когда-то же должно начать ловиться. Нифига. Вода прибыла, палки задрала. Вот тебе и результат. Попало только там, где живцы вот более-менее на тиховоде. А здесь на течении. А течения не было. Появилась сейчас, когда вода прибыла. Не, нифига. Пусто. Блин. Стояла же. Почистил ее, чуть не унесло течением. Две последние палки остались. С тюрьмой. О, что-то есть. Что-то есть, похожее на налима натяжка. Нет, язь. Еще что ли? Еще. Вот. Уже не ожидал. Но эта палка стояла. Вон, красавец какой язь. И вон второй чуть поменьше. Вот они дернули, потому что палка стояла. Я ее почистил. И пошел чистить вот ту последнюю палку. Крайнюю. И смотрю, палка моя просто идет под лед. Включил камеру, бегом-бегом. А это, оказывается, язди пытались утащить мою палку. Прямо повезло. Еще чуть-чуть и утащили, наверное. Так, ну и вот у нас крайняя палочка. Тоже уже наклонилась. Хочет убежать.
Вот, во. И далее, да? Блин. На соплях держится. На соплях. Здесь никого. Вот пойми потом. Пусто. Где-то 3, где-то 2. Нормально. Сегодня получше результат, чем вчера. Ну а общий результат мы сейчас скоро увидим. Осталось совсем немного. 2 палки. Наживить, отпустить, закинуть остатки мальков в тюрьму. И все, едем домой. Звонила супруга, сегодня пригласили нас в баньку, так что сегодня будем баниться. Жалко, конечно, что налим не попал. Хочется уже свеженького налима, но что теперь? В следующий раз, значит, попадет. Не всегда, как говорится, везет. Так. Ничего, река встала, значит, скоро все будет. Скоро мы увидим и налима. Блин, почему хариуса нету? Здесь место каменистое. Я и место-то это выбрал в надежде, думаю, налим камни любит, хариус камни любит. А что-то у меня только язи да язи. Ну, есть тоже рыба. Вон вчера котлеты с язя ел. Просто отличные котлеты. Вкусные. Так, ну все. На этом проверка все закончена. Сегодня даже без фонарика. Вот это да. Жалко, что не попало, конечно, на удочку ничего. Надо ершей половить. Надо найти ершей где-то обязательно. Будет ерш, будет налим. Ну вот, друзья, мы и на месте. Подъехали к дому. И вот наш общий улов. 6 язей было вчера и 9 язей сегодня. Вполне достойный улов. 9 и 6, 15 язей. Нормально? Нормально. Так что, друзья, вот так вот как-то заканчивается наша рыбалка. Теперь грузимся в машину и на всех парах едем в Троицк. Едем домой. Сегодня у нас банька, сегодня отдохнем. В воскресенье завтра законный выходной. В понедельник, возможно, поедем за ураганом. Ну а потом, конечно же, встретимся с вами на канале Коми Рыбак. До встречи, друзья. Она будет скоро. Всем пока.